республике выявлено за сутки 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. Информация о эпид-обстановке в республике. В состав территориальной избирательной комиссии Центр избирком начал прием предложений по кандидатурам. Работы якутянина попали в топ самых лучших снимков 2020 года. За какую фотографию наградили нашего земляка? В эфире новости, в студии Юлия Великодная. За минувшие сутки в республике выявили 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксирован один летальный исход. В Якутске скончалась женщина 89 лет. У пациентки был ряд сопутствующих хронических заболеваний. 20 человек находятся в тяжелом состоянии, 474 человека переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении. На контроле остаются 1959 контактных, из них 221 в обсерваторах и 1735 человек в самоизоляции дома. Еще 507 человек находятся в обсерваторах, как прибывшие из других регионов. За последние сутки зарегистрировано 94 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 60. 19 случаев зарегистрировано в Ленском районе, 7 в Намском, по 3 случая в Мегино-Кангаласском и Мирницком районах и 2 случая в Алданском районе. По республике, если говорить, то за последнюю неделю количество зарегистрированных случаев со 114 снизилось до 94, то есть небольшое снижение на 17%. И в городе Якутске максимальное количество было на прошлой неделе 95, но на сегодняшний день мы говорим о 60 новых случаях. Коэффициент распространенности поэтому у нас по республике снизился с 1,2 до 0,9. Но для снижения и стабилизации ситуации нам необходимо как минимум еще неделю продержаться либо на этом уровне, еще лучше, если у нас пойдет постепенное снижение. В Якутии для лечения заболевших коронавирусом развернуто 1523 коек. Этого количества достаточно для размещения заразившихся COVID-19. Большинство пациентов с диагнозом коронавирус переносят заболевание в бессимптомной и легкой формах и проходят лечение на дому. В случае нарастания темпов заражения коронавирусной инфекцией предусмотрено дополнительно перепрофилирование больничных коек. За пациентами, которые проходят курс лечения дома, постоянно осуществляется контроль, в том числе и за соблюдением ими карантина. Медицинские работники совместно с полицией регулярно выезжают по местам прохождения карантина. С такими же проверками выезжают к тем, кто контактировал с зараженными COVID-19. В Ленске по улице Фурманова сгорел маршрутный автобус. Огнем поврежден моторный отсек. Площадь пожара составила 17,5 квадратных метров. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Жертв нет. В Покровске жители микрорайона Нефтебаза недовольны схемой движения автобуса. Им приходится идти 2 километра до ближайшей остановки. Автобус не заезжает в микрорайон из-за отдаленности и малого количества пассажиров. В ситуации разбиралась Виолетта Засимова. Микрорайон Нефтебаза был основан в 1994 году и сразу вошел в состав муниципального образования город Покровск. Более 20 лет микрорайон вел автономную жизнь за счет градообразующего предприятия «Покровская нефтебаза», пока в конце прошлого года не объявили о его ликвидации. 44 жителя микрорайона остались без поддержки. В основном это бывшие работники предприятия, вышедшие на пенсию, и их семьи. У нас 7 домов, которые 2 двухэтажки и 5 домов двухквартирных. Все, больше в нашем поселке ничего нету. Из объектов жизнеобеспечения в микрорайоне только котельная и газораспределительный пункт. Социальные объекты и продуктовые магазины отсутствуют. Все продукты, оплата, все происходит в городе Покровске. Когда Покровская нефтебаза еще функционировала, жители микрорайона могли ездить до центра Покровска на служебном автобусе 2 раза в день. Но его в 2018 году в связи с ликвидацией забрали в Якутск. Жители микрорайона попросили власти, чтобы маршрутный автобус, следующий из Покровска до Махсагалоха, мог заезжать к ним в микрорайон. Первое время он ездил, но начались перебои. Причины назвались разные, но жители нефтебазы уверены – все дело в отдаленности микрорайона. Один день автобус заходит, другой день не заходит.
То у них нету бензина, то у них нету газа. Люди выходят на остановку, стоят, мерзнут. И приходится все-таки возвращаться домой, значит, уже не уехали они. В Покровск не купили продуктов себе. Последний раз сюда к вам когда заезжал? Ой, это было где-то в начале марта было. А потом стал карантин и вообще перестали. Сейчас жители нефтебазы вынуждены идти 2 километра пешком до ближайшей остановки в соседний микрорайон Звероферма. 2 микрорайона соединяет проселочная дорога, по которой и ходят местные. Вот эту дорогу жители нефтебазы предложили администрации Покровска отсыпать, чтобы автобус Зверофермы мог напрямую приехать в нефтебазу и забрать пассажиров, не выезжая и заезжая с трассы. Мы просим, чтобы у нас был автобус. Заходил к нам автобус, чтобы нам сделали остановку. Чтобы нам сделали напрямую от нефтебазы до Зверофермы прямую дорогу. Предложение вроде как было поддержано представителями администрации города и района, когда они приезжали в микрорайон в конце января этого года после отчета главы. 24 января 2020 года был произведен осмотр с мэрией и специалистами инфраструктуры Хангаласского улуса, где предварительно было решено провести данную работу совместными усилиями. Если материал предоставит районная администрация, то мэрия сможет провести работу. После этих слов мы связались со специалистом управления инфраструктуры района, который ответил, что без письменного запроса и сметы со стороны мэрии материал для отсыпки районом не будет выделен. То есть устные договоренности не были подкреплены письменно. Мы указали на этот факт специалисту мэрии, после чего было подготовлено письмо-запрос в адрес руководства района с просьбой о выделении материалов для отсыпки дороги между нефтебазой и Зверофермой. Теперь дело за районом. Если материал выделят в нужном объеме, работы по отсыпке должны начаться этим летом. Мы продолжим следить за ситуацией. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Центр избирком начал прием предложений по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию России. Отмечается, что прием документов от кандидатов будет проходить с 3 по 9 июня по адресу главного здания ЦИК, а также посредством электронной формы обращений, размещенной на сайте комиссии. Поправки в Конституцию, которые вынесены на общероссийское голосование, зададут новый вектор развития законодательства. В первую очередь будут развиваться отрасли, ориентированные на человека, укрепляющие в том числе социальные гарантии. По словам экспертов, поправки в Конституцию еще только предстоит принять на общероссийском голосовании. Они фактически уже оказывают влияние на развитие законодательства России. Возможно, я думаю, что самое большое то, что мне чисто как женщине, это отношение к семье, к ребенку. Чисто по моей работе это к социуму. Внимание какое, возможно, еще и тем, кому сложно жить. И у нас есть инвалиды, многодетные. И вот мне кажется, что Конституция в этом деле уже смотрит на них уже с их стороны. И насчет, вот если чисто по моей работе, мне кажется, что все-таки пересмотреть пособие, там суммы уже меняются с нашим карантином, с пандемией, да. Мне кажется, что обратили внимание на важные самые профессии, как медики, учителя, что дистанционно не все могут обучиться. И мне кажется, вот как раз изменение Конституции вовремя подошло, и нужно будет обязательно подойти, сделать выбор и сказать о том, что вы все-таки посмотрели на Конституцию изменения, и вы согласны с этим. 30 тысяч детей в Якутии занимаются в летних кружках. В республике действуют 3 вида образовательных программ – федеральные, региональные и муниципальные. Так, федеральными программами охвачены 16 тысяч детей. Здесь учитываются учащиеся, которые занимаются на всероссийских открытых уроках и в программах российского движения школьников. В рамках региональных программ проходит обучение 1200 учащихся. Здесь дети учатся на базе 3 учреждений – Республиканского центра «Юные якутяне», Малой академии наук и Соснового Бора. Также 13 тысяч обучающихся проходят образовательные программы в районах республики.
Работы якутского фотографа попали в топ-5 самых лучших снимков 2020 года. Престижная международная премия Certified Awards подвела итоги своего конкурса, который проходил в 5-й раз. За какую фотографию наградили нашего земляка, узнавал Максим Кардозу. Серия фотографий «Самурай» Ивана Постникова обошла много конкурентов. Всего на конкурс в этом году поступило больше 400 тысяч снимков из 117 стран мира. И попасть в 5 лучших – это настоящее достижение. Я не буду на этом останавливаться, естественно, и буду опять принимать участие на этом конкурсе. И планирую летом, возможно, поехать в Якутск и буду снимать специально для этого конкурса фотографии в стиле этно. И я думаю, у нас очень хорошо что-то получится. Иван профессионально занимается фотографией всего лишь 4 года. В портфолио фэшн, фитнес, репортажные съемки. Его работы оказывались на обложках журналов и использовались в различных рекламных кампаниях. Большую популярность приобрела и фотография «Сон шамана». Всегда хобби превращается же, как правило, в профессию. И в моем случае так же было, но я всегда фотографировал. Но не обязательно профессионально, да, на любительском уровне чаще всего. Меня привлекали там в качестве фотографа на всяких различных мероприятиях. То есть я фотографировал, скорее всего, в жанре репортажки. Там всякие, в Хабаровске, например, когда я жил, снимал там из цехи, различные какие-то мероприятия. Ну, людям нравилось, и это как бы подталкивало меня. 35 Awards – это крупнейшая международная премия. Ежегодно 50 членов жюри из 50 стран отбирают 100 лучших фотографий, которые входят в итоговый каталог. Теперь там есть работы и якутского автора. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. В Мирнинском районе проходят рейды по спортивным площадкам. Послабление режима действительно позволило выходить горожанам на прогулки, только при этом нужно держать дистанцию и носить маски. Подробнее Анна Брянская. Утренняя разминка и бег. Вот так налегке выйти в парк Евгений Агеев планировал еще в начале мая. Но планы десятиклассника, как и всех остальных, испортил режим самоизоляции. Житель Мирного ее, конечно, соблюдал. За 3 месяца как-то поднадоело дома сидеть. А тут хоть воздухом подышать, побегать, хоть людей увидеть. И без маски, наконец, хоть. Могут полиция, может, не останавливать. А то смотришь, и надо с опасением проходишь на них, смотришь. Думаешь, сейчас лишь бы не остановили. Об этом беспокоиться больше не стоит, но только в случае, если не выходить за рамки разумного. С 12 мая в республике ослабили режим самоизоляции, но не отменили. Власти разрешили якутянам одиночные прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но по-прежнему с обязательным ношением масок. Компания мирнинских йогов нашла, как выкрутиться и заняться любимым делом, не переча закону. Мы стараемся не нарушать, то есть мы приходим в масках, уходим в масках и раскладываем коврики на глаз ориентировочно, согласно дистанции. Говорить о дистанции на городских спортивных площадках не приходится. Коррективы внесли школьные каникулы. Подростки облепили турники. Конечно же, масок на лице нет. Следить за всеми этими нюансами теперь будет комиссия районной администрации. В нее вошли представители спортивного комитета. Профилактические беседы планируют проводить каждый день. По возможности обойдут все спортплощадки Мирнинского района. Власти напоминают, если на территории республики рост заболевших коронавирусом не пойдет на спад, режим снова придется ужесточить. Анна Брянская, Ксения Исламова, Артур Голиков, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Оставайтесь с нами. Еще больше информации вы найдете на наших сайтах.